Здравствуйте, ребята! Мы начинаем урок русского языка. Приготовьте тетрадь, учебник, ручку, карандаш. Садитесь поудобнее. Мы начинаем. К уроку готовы, да? Я надеюсь на вас, друзья. Слушаем внимательно, работаем старательно. Сегодня на уроке будут помогать мне и вам наши знакомые Актан и Акылай. Акылай очень любит загадывать и отгадывать загадки. Она предлагает вам отгадать ее загадки. Длинноклювый, длиннокрылый, белый с черною каймой, встал на крыше он высокой, возвратясь к себе домой. Верно, аист. Маленькие зверьки, серенькие шубки, черненькие глазки, остренькие зубки. Мыши. Была зеленой, маленькой, потом я стала аленькой. На солнце почернела я, и вот теперь я спелая. Вишня. Самый алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный. Арбуз. Вы отгадали все загадки? Молодцы! Ребята, а что помогло так быстро отгадать загадки? Верно, характерные признаки. Какие слова помогли? Давайте вспомним. Длинноклювый, длиннокрылый, белый с черною каймой, маленькие, серенькие, черненькие, остренькие, алый, сахарный, зеленый, бархатный. Вы догадались, что они обозначают? Верно, признаки предмета. А на какие вопросы отвечают? Какой, какая, какие? Скажите, как называется часть речи, к которой относятся эти слова? Имя прилагательное. Да. Тема урока – имя прилагательное как часть речи. Изменение имен прилагательных по родам и числам. Сегодня на уроке будем повторять все, что знаем об имени прилагательном, как о части речи. Что оно обозначает, на какие вопросы отвечает. Также о роли прилагательных в языке. Поговорим о роде и числе, родовых окончаниях имен прилагательных. Обобщим все наши знания. Давайте вспомним, какая часть речи называется именем прилагательным. Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие». Актан для вас приготовил два текста. Послушайте. Полдень. Смотрю на небо. По небу плывут облака. Высоко над облаками кружит ласточка. Со свистом проносятся стрижи. Жаркий полдень. Смотрю на голубое небо. По небу плывут белые облака. Высоко над облаками кружит белогрудая ласточка. Со звонким свистом проносятся стрижи. Ребята, чем отличаются эти описания и почему? Верно, во втором тексте есть прилагательные, которые делают речь выразительной, яркой, образной. Какие прилагательные обогатили второй текст? Жаркие, голубое, белые, белогрудая, звонким. Каким членом предложения является?
второстепенным определением. Можно ли составить текст описания, не пользуясь именами прилагательными? Конечно же нет. Ребята, сделаем вывод о роли прилагательных в речи. Имена прилагательные описывают явления и предметы, делают речь более выразительной. Актан и Акылай предлагают вам, ребята, прочитать стихотворение Зинаиды Александровой. Если скажут слово «родина», сразу в памяти встает старый дом, в саду смородина, толстый тополь у ворот. Или степь от маков красная, золотая целина. Родина бывает разная, но у всех она одна. О чем говорится в тексте? О любви к своей родине. Ребята, в каких словах выражена главная мысль? Родина бывает разная, но у всех она одна. Ребята, помогите Актану и Акылай найти в тексте имена прилагательные. Определите, с какой частью речи связано прилагательное в предложении. У вас на это задание 30 секунд. Давайте проверим. Старый дом, толстый тополь, степь красная, золотая целина, родина разная. С какой частью речи они связаны? Прилагательное связано с существительным. Сравните окончания прилагательных. Почему они разные? От чего это зависит? Окончание зависит от существительного, с которым оно связано. Какого рода существительное, такого рода и прилагательное. Так же, как и имя существительное, прилагательное может быть мужского, женского и среднего рода. Но для имени существительного род – постоянный морфологический признак. Существительное не изменяется по родам, а для имени прилагательного род – непостоянный морфологический признак. Имя прилагательное изменяется по родам. Актан и Акылай предлагают вам, ребята, заполнить таблицу недостающими именами прилагательными. Гибкий, звездная, ленивая, яростный. Проверьте себя по эталону. Мужской род – гибкий, женский род – гибкая, средний род – гибкое. Звездный – мужской род, звездная – женский род, звездная – средний род. Ленивый – мужской род, ленивая – женского рода, ленивая – средний род. Яростный – мужской род, яростная – женский род, яростная – средний род. Молодцы! Я уверена, вы все справились. Ребята, а теперь попрактикуемся. Поможем Акылай вставить в словосочетание имена прилагательные в нужном числе и роде.
Замечательно! Ребята, подведем итог нашего урока. Чтобы определить род имени прилагательного, надо найти имя существительное, от которого оно зависит. Затем вам надо определить род этого существительного. В каком роде имя существительное, в таком же роде и прилагательное. Акылай и Актан решили добавить в таблицу новые полученные знания об имени прилагательном. Имя прилагательное единственного числа имеют окончание ой, ый, ий в мужском роде, ая, яя в женском роде, ое, ее в среднем роде. Имена прилагательные множественного числа имеют окончание ие, ие. Ребята, чтобы проверить ваши полученные знания, Актан и Акылай приготовили тест-опрос. Найдите предложение, в котором все имена прилагательные в форме множественного числа. Вариант А. В форме какого числа можно определить род имен прилагательных? Вариант В. Отметьте строчку, в которой все имена прилагательные в форме множественного числа. Вариант А. Снежный барс имеет тонкое, длинное, гибкое тело, относительно короткие лапы и очень длинный хвост. В этом предложении найдите верное высказывание. Правильно, вариант А. В этом предложении 5 прилагательных единственного числа и одно прилагательное множественного числа. Ребята, оцените себя и свои успехи. Как вы думаете, для чего мы начали изучение темы имя прилагательное? С повторения того, что уже знаем. Что такое имя прилагательное? Какую роль играют имена прилагательные в языке и речи? Определяется ли род прилагательных во множественном числе? Ребята, выучите вопросы и окончания прилагательных мужского, женского и среднего рода. А сейчас я предлагаю вам продолжить предложение. Было интересно, меня удивило. Своей работой на уроке я. Материал урока мне был. Мне захотелось. Мне больше всего удалось. Оцените свою работу на уроке. Выберите фразы, которые характеризуют вашу работу на уроке, на лесенке успеха. Не понял. Понял все. Понял все и могу рассказать. Понял все и могу научить. На этом наш урок заканчивается. До новых встреч на уроках русского языка.